Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: кто мечтает быть рядом с вами? Кто этот человек? Знаете вы его? Нет? Будет ли проявляться? Да? Все порассмотрим, все подробности, все узнаем. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе смотреть. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что-то в этом у мужчине совсем недоступны. Здесь мужчина какой-то страдалец. Либо у мужчины именно сейчас, в данный период жизни, какой-то кризис случился. Ну, кризисы бывают разные. У кого-то по здоровью, у кого-то по деньгам, у кого-то по правам, да. То есть что-то с ним происходит, и он прям в кризисе находится. Он смотрит на вас, как на прекрасную звездочку, такую далекую, недоступную. Знаете, вы для него действительно мечта. Мечта о какой-то жизни, которая ему недоступна именно здесь и сейчас. У мужчины сейчас, смотрите, вышел слон, и хобот прям такой длинный-длинный вниз опустил. То есть в кризисе находится. И смотрите, этого слона просто вот два человека загоняют. Один с одной стороны, другой с другой стороны. То есть явно человек в кризисе. Проблемный мужчина. Мечтает о вас, девочки, проблемный. А вы действительно как звезда, понимаете? Вы то ли себя одинокой чувствуете, то ли вот как нет никого рядом, кто бы согрел, кто бы обнял, в чьих глазах бы вы увидели нежность и доброту. Да, такое состояние одиночества почему-то мне идет. Как уже ни во что не верите, ни в кого не верите. Может быть, какое-то разочарование серьезное в личной жизни пережили. Да, может быть, даже и не хочется. Да, не хочу. Вот мне комфортно одно, и я уже никого и ничего не хочу. Да, такие мысли тоже могут быть. Ну, звездочки мои, зря вы так, зря вы так. Вы очень интересная девушка, очень интересный человек и очень талантливый, кстати, человек. Вас звездой показали, а звезды просто так не показывают. То есть у вас какой-то нереальный потенциал, у вас явно есть талант, может быть, даже не один. Вы явно чем-то отличаетесь от всех других женщин, по крайней мере, в вашем окружении, в вашей семье, среди ваших знакомых. Да, здесь что-то есть, такое прям необычное, неземное. Давайте я на оракуле посмотрю. Очень хочу посмотреть, кто вы. Потому что звезда, это же, понимаете, Стелла. Стелла просто так не выходит. Стеллой просто так не называют. А тут вас высшие так назвали. Да, так говорят, она звезда. Звезда, которой холодно и которая сейчас в каком-то одиночестве находится. Так, вы. Ну ничего себе. Вот это поворот. Ну вот как я и говорила, да, вы считаете, что вам любовь не по судьбе, что вам не по судьбе быть счастливой именно в личном. Ну, вы говорите, да, не мое это, да, либо мне не повезло, я больше не хочу, я боюсь, либо мне комфортно одной в собственном доме. Да, то есть я уже ничего не хочу, никого не хочу. Слушайте, ну что-то вы прям загоняетесь. По этим картам вы действительно очень талантливые. Есть какой-то дар, есть какая-то способность, какой-то талант есть. Но вы как-то подвержены влиянию других людей, либо вы очень остро реагируете на мысли и действия других людей.
Опять же, для вас комфортно, когда вы одна. То есть закрываетесь в своем доме, мой дом, моя крепость, да, вот там себя чувствуете комфортно. Но при этом душа просто требует каких-то приключений, развлечений и новых горизонтов. Слушайте, вы тоже, получается, в кризисе, да, и мужчина в кризисе, и вы в кризисе. Так, давайте на его кризис посмотрим. Девчонки, кто ко мне зашел? Неважно, сколько вам лет, неважно, кто вы, откуда вы, но поверьте, у вас какой-то особый есть дар, особый талант, который нужно раскрыть, обязательно нужно раскрыть. И то, что вы себя закрываете дома в 4 стенах, но это и не важно, и не нужно, и не полезно. Для вас абсолютно не полезно. Не обращайте вы внимания на других людей, глупых людей, там, неумных людей. Живите так, как вам хочется, так, как вам нравится, но не в заточении. Так, мужчина, кризис мужчины. Так, ну, мужчина кризис прежде всего из-за вас, потому что вы его леди, вы женщина-мечта, вы женщина, которая его целиком и полностью покорила. Но нет доступа к вам, либо нет хода к вам, нет возможности быть рядом с вами. Сейчас этот мужчина просто заикарился действительно в каких-то проблемах, в решении этих проблем. Какие-то люди действительно не очень приятные, опасные его окружают. И он сейчас просто с ног сбился, да, решая какие-то вот свои задачи, свои проблемы. Ему тяжело, ну, вот реально со всех сторон поджимает. И в личном пустота, потому что его стелла ему недоступна. И еще какие-то вот бытовые вещи, серьезные, прям на поверхности лежат. Значит, девочки, мужчину этого вы 100% видели, он был в ваших глазах, то есть вы его визуально видели. Мужчина вам в сегодняшнем дне очень сильно уступает, то есть вы живете лучше, чем он, да, у вас, по крайней мере, меньше проблем, меньше забот. Может быть, действительно вы какой-то особый статус занимаете, там хорошая работа, в собственном доме живете, то есть, в принципе, как отлаженная, налаженная жизнь. Вот у него этого сейчас нет, то есть ему это сейчас недоступно. В его глазах вы... Нет, он не смотрит на то, что у вас есть, он смотрит на то, кто вы есть, понимаете? Вы для него вот самое, не могу сказать даже желанное, тут все в кипе идет, да? Вы для него как смысл жизни, вот так, путеводная звезда, лучик света в этом мраке, да? Вот вся жизнь это как мрак, а вы лучик света. И благодаря вам этот мужчина держится на плаву. У вас с этим мужчиной было несколько встреч. У одних отыграется, что вы с ним общались в эти встречи, а у других отыграется, что вы просто, ну, как мимо друг друга прошли, да, вот как-то визуально, да, с глазами столкнулись, и каждый пошел своей дорогой. Но вы такое впечатление на него произвели, его как током прошибло. Вот никогда в его жизни такого раньше не было. У него на вас какая-то странная реакция. Он может заикаться, он может краснеть, бледнеть, знаете, как крапивница на него нападает. У него там испарина идет, он просто там стоит, и с него вода течет, да, в вашем присутствии, либо когда он вас видит. Сердце вообще просто в пятки уходит. Ах. Сдается мне, что вы какие-то родственные души. Его душа вас узнала, а ваша душа еще его пока не признает. Не узнает, не признает. Ваша встреча, она была, ну, прописана, да, прописана на его роду и на вашем роду. То есть не просто так вы встретились. Только он вас узнал, вы его пока еще нет. Не узнали и не признали. Девочки, он может быть кем угодно, вы все разные. У кого-то отыграется, что это какой-то случайный человек, с кем вы, например, там, сталкиваетесь в обычной жизни. Там, в транспорте, по соседству, в одном офисе, может быть, там, в банке, да, где вы обслуживаетесь, то есть случайно. Да? У кого-то отыграется, что человек, ну, например, чей-то брат, да, там, брат вашей подруги, вашей знакомой. Может быть, он какой-то сотрудник, опять же, да, на работе, там, причем там, на низкой должности.
У кого-то может отыграться наоборот, что мужчина начальник, да, но начальник, у которого, извините, зад подгорает, да, из-за проблем. Между вами не было прям такого контакта близкого, чтобы вы прям про любовь говорили, там, встречались, на свидания ходили. Этого точно не было. Мужчину вы этого точно видели, но он не отложился в вашей памяти. Понимаете, в глазах он у вас есть, а вот в голове у вас его нет. Поэтому, если даже я вам сейчас его опишу, вы все равно не поймете, кто это. Но я опишу. Мужчина светловолосый, у него русые волосы, русые, причем такие, знаете, ну, летом выгорают, и он практически блондином становится. За редким исключением еще может отыграться такой, знаете, не рыжий, а ну, смесь рыжего и блонда. То есть прям такой совсем-совсем светлый рыжий. Вот такой мужчина. Глаза у него светлые, серые, серо-голубые, вот такого цвета. Кожа у него белая. То есть он такой белая кожа, и щеки у него красные становятся. Особенно когда он смущается, стесняется, либо злится, у него становятся красные щеки. Человек без вредных привычек, сразу вам говорю. То есть он не пьет, не курит. Может быть, когда-то пил, когда-то курил, но сейчас нет. Человек с серьезным потенциалом, но этот потенциал далеко не раскрыт. Причем у кого-то отыграется, что не раскрыт из-за его каких-то заблуждений либо ошибок прошлого. Да? Что-то в прошлом он такое там натворил, ошибся, да, из-за этого не смог раскрыть свой потенциал. Девочки, эта история между вами, она лишь только начинается. То есть мы сейчас, ну, действительно, даже не на пороге, мы около порога вашей истории. Да? То есть события будут развиваться. Весь следующий год вы с этим человеком будете в контакте находиться. То есть общаться, встречаться, разговоры вести, кто-то даже дела будет вести. Да? И этот человек будет делать все, что он может и не может, для того, чтобы с вами сблизиться. Он не будет вам с первой встречи говорить про любовь, он не будет кидаться вам в ноги, звать вас на свидание, клясться в любви. Нет, этого не будет. Он будет очень долго вас подготавливать, я бы даже сказала, приучать к себе, да, чтобы вы понимали, что вот он такой классный пацанчик, да, такой хороший, добрый, положительный со всех сторон, что ему можно довериться, что он прям такой ответственный, гиперответственный. То есть он будет именно этим брать, чтобы вы к нему привыкли, чтобы вы даже в какой-то степени от него зависели, да, чтобы как без рук, да, без него как без рук. И только потом, девочки, когда он поймет, что вы вот она, тепленькая, да, в руки ему падаете, только тогда он и признается в своих чувствах. В принципе, хитрый план. Здесь мужчина хотел бы еще и к вашим ногам что-то положить, какую-то добычу, да, какой-то свой результат. То есть он думает, ага, значит, я буду там решать свои дела, вопросы, я буду двигаться к каким-то целям, достижениям, и вот когда она ко мне привыкнет, когда она будет ко мне расположена, вот я ей покажу, кто я есть, чего я добился, плюс предложу ей как бы любовь, счастье вместе. Да, девочки, интересно, запутаю. Я вообще не ожидала, что будет такая история, если честно. И еще, девочки, что вы должны знать про этого человека? Вышло кольцо, но кольцо очень необычное. Скорее всего, этот мужчина вам какое-то очень необычное, уникальное, драгоценное кольцо подарит. Может быть, он его будет делать под заказ для вас. Может быть, это его какое-то семейное кольцо. Очень дорогое, очень необычное. Да, очень старинное кольцо. Что-то он вам от себя отдаст. И это будет действительно очень дорогой, уникальный подарок. То есть таких вещей, либо стоимость, да, либо по уникальности, либо по стоимости вам никто никогда не дарил. А вот он подарит. Это будет точно. И это будет в следующем году. Сейчас, знаете, как-то слишком рано на все это смотреть и рано об этом говорить. Вопрос был, кто мечтает, вот этот мужчина мечтает. Вот нам его четко показали, что да, он мечтает, причем не первый день мечтает, то есть он уже какое-то время о вас мечтает.
Просто вот такие жизненные обстоятельства, которые не позволяют этому человеку просто прийти, познакомиться, не знаю, открыться перед вами, позвать вас на свидание. Слишком он проблемный в сегодняшнем дне. Он в кризисе находится, причем достаточно серьезном, глубоком кризисе. Да, он из него выйдет. Вот когда он из него выйдет, вот тогда у вас все и начнется. Да, он как-то вот прям найдет возможность быть всегда рядом, быть у вас перед глазами, быть для вас нужным, важным и полезным. И вот тогда у вас все и начнется. То есть это где-то следующий год, причем конец зимы, начало весны, вот этот период. А до этого он будет в таком глухом подполье, бороться за свою жизнь, решать свои проблемы, выходить из своего затяжного кризиса, да, и еще параллельно идти к каким-то достижениям, вот финансовым достижениям. Потому что женщина вы видная, женщина вы красивая, кто-то из вас женщина достаточно состоятельная, самостоятельная, состоятельная, и ему, конечно же, нужно вам соответствовать, понимаете? Поэтому еще и там он будет работать. В принципе, мужчина перспективный. Вот серьезно я вам говорю, перспективный. И он как-то по характеру вам подходит. Тут такой характер у него, покладистый, сговорчивый. Такой, знаете, он заботливый мужчина. Вот вам подходит по характеру. По внешности я не могу сказать, а вот по характеру 100%, да. С лица ж воды не пить, правильно. Хорошо, если понравится внешность. А если не понравится, то что? Хорошего мужчину за борт кинете? Нет, конечно. Если тем более он так вот, как он задумал, все это выстроить и доказать вам, что вот он, я стою тебя, то это похвально на самом деле. Очень даже и похвально. Девочки, звездочки мои, стеллы прекрасные, не грустите. Не переживайте, у вас все самое интересное впереди. Сколько бы вам лет не было, что бы вы там не пережили, что бы вы там себе не решили, каких бы крестиков на себе не нарисовали, у вас все самое интересное впереди. У вас зима, просто сумасшедшая идет. Я не могу сказать, что конкретно вас ждет, это не тема этой отсыпки, но такие грандиозные события начнут именно зимой в вашей жизни происходить, что вам некогда будет ни грустить, ни скучать, тем более про депрессию свою вы точно забудете. Вот. А следующий год, смотрите, мужчина проявится, да? Потихонечку, полигонечку и прорвемся. Хотя потихонечку у вас точно не будет. Вы интересная личность, и жизнь у вас тоже интересная, судьба у вас очень интересная. Да? Вот какие-то грандиозные события вот зимы у вас начинаются, и потом уже, знаете, погнали вперед из песней. Вот так идет. Все, мои хорошие, успокаивайтесь, все будет замечательно. Вы талантливая, вы красивая, вы умная, вы любимая. Вот человек любит вас, мечтает, места себе не находит, знаете, чуть ли не молится на вас. А у кого-то, кстати, отыграется, что молится. Не на вас, конечно, а за вас, да, чтобы с вами было все хорошо, чтобы у вас было счастье и здоровье и успех. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.